«Динамо Киев», 1986 год. Этой команде миллионы ее почитателей сказали «Спасибо за сезон». Кубок кубков снова в Киеве. Вторая в истории киевского «Динамо» замечательная победа в престижном европейском турнире. Но, вспоминая ее, наряду с радостью невольно вторгаются и горькие раздумья о времени, в котором мы жили, о режиме, который нами правил. Финальный матч киевская «Динамо» играла против мадридского «Атлетико» во французском городе Лионе 2 мая. К этому дню мир уже облетело тревожное слово «Чернобыль». Но мы, киевляне, тогда об этом толком ничего не знали. Скупые тасовские строки повергали нас в полное неведение, способствовали порождению всяческих слухов. Средства информации на Западе постоянно передавали сводки о Чернобыльской атомной катастрофе, но первый и последний президент СССР Михаил Горбачев называл это разнузданной антисоветской кампанией. Что кому положено знать, в те первые дни Чернобыльской трагедии решали первые лица в политбюро ЦК КПСС. Здесь, на Чернобыльской атомной электростанции имени Ленина, уже были первые жертвы. Уже вовсю шла борьба с вырвавшимся из-под контроля, как его в те годы называли, мирным атомом. Этой невидимой белой смертью, радиацией. Уже опустел после срочной эвакуации почти 50-тысячный город, красавец-город Припять. А в Киеве состоялась первомайская демонстрация. От мира пытались скрыть горькую, как полынь, правду о Чернобыле. Вместо нее успокоительная ложь, пир во время атомной чумы. А на стадионе в Лионе царила веселая атмосфера. Особенно, когда перед началом второго тайма на поле появился гальский петушок. К этому времени динамовцы уже вели в счете. Гол на 6-й минуте забил Александр Заваров. Динамовцы, как принято говорить в подобных случаях, диктовали испанцам свою игру. Особенно великолепной была концовка матча, когда за 6 минут до финального свистка Олег Блохин забил 2-й гол. Для Олега это был второй в его спортивной биографии финал Кубка Кубков, и он на поле был единственным из динамовцев, сыгравшим победные матчи в этих двух финалах. А за 3 минуты до конца матча гол в ворота испанцев забил Вадим Евтушенко. 3-0. Блестящая и убедительная победа. Самый престижный индивидуальный приз футбольной Европы «Золотой мяч» по итогам референдума еженедельника «Франс Футбол» 1986 года также достался киевскому динамовцу Игорю Биланову.